В среднем за сутки человек произносит около 12,5 тысяч слов, однако мало кто задумывается об истории их возникновения, происхождении азбуки и букв. Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. О том, как его отпраздновали в Чебоксарах, расскажем в нашем сюжете. Просветителей и учителей симфоническая капелла славилась сегодня прямо в поточной аудитории Чувашского госуниверситета. Место для концерта весьма необычное. Зато песнопение вперемешку с рассказами о возникновении глаголицы магнетически действует на студентов. За партами сидят в основном будущие филологи. О происхождении азбуки, ее создателях они знают, если не все, то многие. Тем не менее, по словам первокурсницы филфака Татьяны Матросовой, творческая коллаборация вскрыла интересные факты из истории, о которых она раньше и не слышала. Было интересно узнать историю о Кирилле и Мефодии. Действительно, они внесли большой вклад в развитие языка, в развитие культуры. Мы должны их знать и помнить о них. Славянскую азбуку братья Кирилл и Мефодий придумали еще в 863 году. До нашего времени алфавит братьев-миссионеров не сохранился, но был взят за основу при создании современного. Так что при исполнении и духовной музыки, и более современных композиций советских и российских авторов чувствуется сила слова. Цель этого концерта, этот праздник напоминает нам о том, кто мы есть, кто наши предки, откуда мы родом, и о том, что мы все славянские народы едины. Также в День славянской письменности и культуры в Национальной библиотеке стартовал познавательный марафон. Для посетителей развернули выставку старинных печатных изданий на церковно-славянском языке и рукописных книг. А чтобы ощущение приближения к истокам было еще более ярким, в руках можно подержать перо и попробовать им выгравировать свое имя на бумаге чернилами. Дарья Паскарюк, Лена Дмитриева, Алена Артемкина, Владимир Владимиров, Владимир Синдеев. Вести, Чувашия.